Столик на двоих. Да, пожалуйста. Вот спасибо. Какие пациенты у нас сегодня, а? И клиенты. Вежливые, учтивые. Что будете заказывать? Не что, а кого? И все же. Молоко. Молоко. Виски. Два молока, пожалуйста. Всю секунду. Леон, зачем вы сюда пришли? Мне здесь не нравится. Здесь слишком много людей, и все на нас смотрят. Не волнуйся, Матильда. Мы пришли сюда, чтобы ты на практике научилась моему ремеслу. Помнишь, ты ведь сама хотела этого, Матильда? Да, Леон, я помню, Леон. Ну тогда сиди и не булькай, Матильда. Что, Леон? Слушай внимательно, Матильда. Сейчас сюда зайдут 3 кекса. Одни из посетителей этого изысканного местечка. Считай, что они твой первый заказ. От того, как ты с ними справишься, зависит твоя карьера, Матильда. Значит, что тебе понадобится? Подержи, пожалуйста. Тебе понадобится Магнум 44-го калибра, он же пустынный орел. Смиты весом 500, тяжелый и надежный, даже если кончатся патроны, можно всегда бросить им во врага. Будильник, скотч, полиэтиленовый пакет, калорийная шоколадка и, конечно же, мистер Хрюшка. Опять этот мистер Хрюшка. Как, Матильда, ты обещала меня во всем слушаться? У каждого профессионала должен быть свой талисман. Он помогает и оберегает тебя. Как в нашем деле нам может помочь плюшевая свинья? Тихо! Не называй его плюшевой свиньей, он обижается. Мистер Крюшка, это она по неопытности и по молодости. И потом, мистер Плюшка, это мой талисман. Я тебе выбрал твой талисман. Ты его принесла с собой? Ну, принесла. Ну так доставай. Ну, может, не надо? Надо, Матильда, надо. Ладно. Вот мой талисман. Ладно, я согласна повсюду таскать твою фотку. Ну, зачем нам этот фикус? Опять же, о своей молодости и неопытности ты не можешь знать этого. Когда у тебя закончатся боеприпасы, и враги обступят тебя со всех сторон, и даже мистер Хрюшка, даже мистер Хрюшка не сможет тебе помочь, ты всегда сможешь спрятаться за этим древом жизни. Заведи себе фикус, Матильда. И однажды он спасет тебе жизнь. Ваше молоко. А что, месье уже ушел? Вот. А это номерок, пожалуйста. Я на один полежу. На один, да. Итак, вот и наша клиентура. Значит, что мы о них знаем? Давай, составь-ка, пожалуйста, их психологические портреты, используя свою наблюдательность. Официант? Бегу. Официант, мне нужна ваша помощь. Видите ли, вы так изысканно и чувственно подали нам наши напитки, что мне кажется, вам можно доверять. Ваш французский говор очень импонирует мне. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы... Мисс, $100 и мой французский говор раскроют все секреты мироздания. Видишь, Матильда, есть такие официанты, которые не ведутся на начинающих обаятельных киллерш, им ближе по духу мертвый американский президент. Пожалуйста.
Замечательно. Итак, начнем. Итак, тот, что ближе к нам, всегда приходит в женской компании, заказывает одну фаршированную устрицу и малиновый киселек. Уходит последним, на чай не оставляет, поэтому вместо киселька получает силикатный клей с марганцовкой. Не удивляйтесь, если будет клеиться. Слабое место мечтает спеть с Джастином Тимберлейком. Второй. Это тот, что в очках? Да, но без бороды. Здоровый такой. Да? Громко разговаривает, махает руками, заказывает 3 горячих, 2 бараньих ноги, 10 булочек, пельмени, ведро картофеля и пакетик смерти. Слабое место — пакетик смерти. И наш третий клиент. Это тот, что с бородой? Да, и без очков. Ну, последний, третий. Приходит каждые лунные сутки, за 10 минут до начала работы ресторана, заказывает свежевыжатый березовый сок с мякотью и ревеневый суп. Слабых мест нет. Да ладно. Да не может быть Как слабых без мест. слабых мест? Матильда, проверь, уточни, пожалуйста, слабые места. Господа, прошу прощения, у вас не найдется Простите, чего? помады гигиенической, у вас не найдется? Облепиховая, можно вашу? Спасибо большое. Есть оценка, есть. Облепиховая. Лепихова, отлично, с него и начну. Это замечательная бутылочка Шанси, специально для вас от очкаста бородатого столика. Это никому не помогает, нет? Не, мне кажется, мне. Да нет, я же подходила. Не, ну я же лучше, я же красивый. Походу к мне. О, Ладно, я иду к ним, я легко воспользуюсь этим. Поважаний, нічто ми з моїми сябрами вперше вас бачимо у нашій ресторації. Что-то мне подсказывает, что и последний раз вы нас видите в этом ресторане. Судя по вашему экстравагантному виду, вы, наверное, учитель. Да, я тоже учитель, вот, а это моя ученица повторяет домашнее задание. А, коллега. Так мы тоже учителя? А, простите, что вы преподаете? Киселек мы сегодня не подаем. Преподаю, знаете, я уточню сейчас, я сейчас вернусь. ну ты мне цель загорожен. Что стрелять вообще? Ладно, воспользуемся Теперь. Надо следующую убить. другим средством, воспользуемся. Смотри, смотри, что у меня есть. Что? Это очень опасно, вещь очень страшная. Убивает просто наповал, Ой, наповал. а запах? А запах, знаешь, что это, Матильда? Это котлета папороти. О, название какое. Бери ее, Матильда, только очень осторожно, очень. Иди к ним, иди, Матильда. А что делать-то? Подбрось конфет. Не так подбрось. Этому подбрось конфет. Неосторожно, незаметно. Молодец. Ну не бачу, що написано. Покрив
бездробненькие. Ничего не берет, что... Ладно, вернемся к старому испытанному дедовскому методу. Ну-ка, давай, трохни вот этого ближнего к нам, этого очкастого. Да. Так, значит, сконцентрируйся на цели, Матильда. Возьми его на мушку. Значит, слушай биение своего сердца. Вдохни, выдыхая, нажимай на курок. Аккуратно. О, конфетка. Пацаны, конфетка. Ну, еще раз, давай еще раз. Знаете что? Наберите кто-нибудь меня. У меня такая новая тема классная на мобиле. Так, сконцентрируйся. Стреляй, Матильда, стреляй! Стреляй же, стреляй! Стреляй, Матильда! Стреляй! Да не могу, он дергается. Странно, с виду не похож на дерганого. Ладно, сделаем так. Ты его зафиксируешь, да? А я его грохну, и тебе зачтутся в качестве экзамена. Да. Зафиксируй его. О! Потанцуем. Ваш диплопер. Не получается. Ну что-нибудь придумаем, надо подумать. Официант! Но мне кажется, с заданием я справилась. Главный результат же, да? Главный результат. Есть предложение? Валим. Валим! Спасибо. А чи можно уже подниматься? У меня уже рука затекла. А по мне так вроде уже должен быть поклон. Мы